Орусиянын аскердик дарыгерлер тобунун бир бөлүгү Ош шаарына учуп келди. Каланын эл аралык аэропортуна аскердик учакта дарыгерлер тобу келип түштү. Кыргыз кесиптештерине көмөктөшүү максатында келген ак халачандарды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өзгөчө салтанат менен тосуп алды. Айта кетсек, кечээ Борбор калаага Башкырстандан 50 медицина кызматкери жардамга келген. Ак халачандардын тобун Башкырстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Евгений Кустов жетектеп өзү келген. Алар эпидемиологиялык кырдаал Курч областтарга бөлүнгөн. Түштүк регионуна 16 башкырстандык дарыгер жана Москва шаарынан 2 вирусолог бар. Министрликтин сунушуна жараша эстенген тарта орнун учокторунда ишмердүүлүгүн баштайт. Приложим все усилия, чтобы совместной команде, как врачей. Биз кыргыз жана орус медицина кызматкерлери вирус менен күрөшүүдө жана жайылып кетүүсүн алдын алууда болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Биздин аракет ийгиликтүү натыйжа беришине ишеним артып турам. Биз тажрыйба алмашып жатканыбызга кубанычтабыз. Данной заразы, скажем так, данной инфекции. Поэтому мы очень рады, что мы совместно сможем поработать. Мы очень рады вас приветствовать на нашей благодатной земле, в очень древнем городе Ош. Вы позвольте, значит, нашим милым дамам преподнести, значит, наши цветы. Вот, здравствуйте, дорогие гости. Мы очень рады приветствовать вас. Это очень древний город. Городу аж более 3000 лет. Друзья, протягивает руку взаимопомощи. Нашу нам неоценимую помощь
как консультативного характера. Пожелать вам, значит, здесь приятно. Еще раз позвольте от имени полномочного представителя правительства Кыргызской Республики, от имени вот губернатора. А вот наш многоуважаемый Эмиль Токтосунович является нашим уважаемым вице-мэру. Я коротко скажу. По-кыргызски хош келдиңиздер Ош шаарыбызга. Добро пожаловать в наш город Ош. Мы очень рады встретить в нашем земле. Мы очень рады, наш кыргызский народ. Очень рад, что наши российские друзья, российский народ протягивает. Много ждем от вас. Да. Мы желаем вам здоровья. Дай Бог, чтобы было все хорошо. Ну что, уважаемые наши дорогие гости, мужество, за вашу храбрость, за вашу смелость, которую вы сейчас проявляете. Когда вот самая Вторая Великая Отечественная война, которая сплотила. Наша задача заключается в том, чтобы мы соблюдали все медицинские нормы. Вот это нас просите, вот наш народ. Мы все вместе с вами просим народ благополучия, благоденствия, чтобы в следующий раз наша встреча с вами проходила какого-то важного, очень замечательного мероприятия, чтобы от вашей стороны кто-нибудь... Нам это почувствовали, перелет был очень мягкий, вот все ребята говорят, что мягко летели, мягко сели. Спасибо большое. Да, задачи, конечно, стоят большие. Приложим все усилия, чтобы совместной команде, как врачей и медицинских работников Кыргызстана, также и представители Российской Федерации, мы вместе боролись и эффективно боролись с данным вирусом. И это дало самое главное результат для излечения и для дальнейшего нераспространения данной заразы, скажем так, данной инфекции. Поэтому мы очень рады, что мы совместно сможем поработать. Первая задача, конечно, у нас стоит это консультативный характер, организационно-методическая и практическая работа непосредственно в ковид-госпиталях. Поэтому время покажет. Спасибо, спасибо. Ну что ж... Другов Радик Барамбач, я врач-анестезиолог-реаниматолог, являюсь старшим данной группы. В общем, в Киргизстан нас прибыло 50 человек. Руководителем группы является замминистра здравоохранения Республики Башкортостан Кустов Евгений Владимирович. А также представители у нас приехали вместе. Это Роспотребнадзора, 7 коллег наших. С нами сюда приехали их вот 2 сотрудника Роспотребнадзора. Также для помощи, для организации диагностической службы, в первую очередь лабораторной. Часть группы у нас 50 человек были поделены на несколько групп. Часть осталась в Бишкеке, кто-то поехал в ближайшие также районы для оказания помощи. Мы приехали пока в Ош. Вот такие задачи стоят. Завтра должен прилететь Евгений Владимирович Кустов. Не сегодня? Или сегодня вечером, да, пока точной информации нет. Вот так. Вечером. Мы планировали здесь работать вместе. Почему? Потому что специалисты двух групп у нас здесь, они учатся. Задача была, вчера была оставлена, это Ош основная. Здесь мы проводим сейчас анализ. И, соответственно, дальше, если надо будет, поедем в Джалабад этой же командой. Значит, тогда Да, если единственное, конечно, Евгений Владимирович нам не позвонит и задачи другие не поставит. Пока так. Пока так, да, значит. Ну что ж тогда-то? Мы как готовились? Вот приехали тоже представители города Джалабад, Джалабадской области, и сказали нам вчера 9 человек в Джалабад поедут. Они вот приехали вас встречать, 9 человек. Мы должны были... Нет, мы, значит, к гостям прислушиваемся, рады им. Поэтому мы сейчас тогда все поедем. Ну тогда сейчас я быстро буду... Хорошо. Значит, вот так тогда будет. Сейчас все вместе. Хорошо, мы после Аша. Может быть после Аша, может быть, например, завтра или послезавтра. Но нам здесь нужно сначала. Хорошо. В гостинице Ош-Нуру. Вот давайте вот так тогда вот так сделаем. Одна машина, вот, которая должна быть, остановится вот обедаем. И после обеда, значит, вот так давайте работу построим. 3 района подготовили, куда вы можете ходить. И город Ош, самый большой город Ош. Все, тогда вот так, я извиняюсь, тогда давайте будем размещаться. Обедать, во время обеда все решим. Правильно будет, да? 9 человек сейчас это надо будет размещаться. 18 человек, да? Говорим, сколько учреждений.
Все, тогда вот так вот, я извиняюсь, тогда давайте будем размещаться. Обедать, во время обеда все решим. Правильно будет, да? 9 человек, сейчас это надо будет размещаться. 18 человек, да?